Главные события понедельника, 25 декабря, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Якутия – лидер среди регионов России по количеству аэропортов, обновляемых в рамках комплексного плана модернизации. В проект включены 14 воздушных гаваней, 10 из которых уже введены. В республике открылся пункт сбора подписей в поддержку выдвижения действующего президента Владимира Путина. Ему необходимо для выдвижения набрать не менее 300 тысяч подписей избирателей со всей страны. Огромный корабль, плывущий в океане знаний, в Хатасах открыли дополнительное здание средней школы на 120 мест. Уже долгие годы каток является центром притяжения ленчан. В выходные дни жители любят тут проводить свое свободное время. В минувшие выходные впервые в этом году каток принял посетителей. Заяц, утка и белка – такие мишени предстояло поразить участникам соревнований по стрельбе из традиционного лука, который завершился в Якутске. Якутия является лидером среди российских регионов по количеству аэропортов, обновляемых в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Айсан Николаев в рамках пресс-конференции с руководителями республиканских средств массовой информации. Всего в президентский и национальный проект включено 14 воздушных гаваней республики. 10 из них уже введены. Среди значимых объектов Айсан Николаев назвал аэропорт Якутска, где в этом году была завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы. По его словам, дополнительно будет установлено светосигнальное оборудование. 29 мер по борьбе с бедностью разработали в Якутии. Из черты неблагополучия должны быть выведены не менее 70 тысяч человек. Правительством региона разработано 29 проектов по реализации указа о мерах по борьбе с бедностью. Об этом глава региона также сообщил в понедельник в ходе пресс-конференции. Он добавил, что соответствующий указ был подписан в интересах именно тех людей, которые находятся за чертой бедности. Айсан Николаев подчеркнул, что снижение ее уровня – тяжелейшая задача, которая требует системной работы и новых подходов со стороны всех органов власти и общества. Якутия является одним из самых передовых регионов страны, где на постоянной основе оказывается помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Единый координационный центр на базе постоянного представительства республики при президенте Российской Федерации курирует работу опорных пунктов в ДНР и ЛНР. В подшефном городе Кировской силами республики восстановлены 63 социальных и коммунальных объекта. Якутские врачи-офтальмологи вернули зрение сотням жителей Донбасса. Бригада якутских врачей начала работу в городе Торез Донецкой Народной Республики. Традиционно в конце года подводятся итоги по регионам страны работы, да, ну и потом уже определенные там решения принимаются. Ну, есть версия, что нам могут поручить еще что-то такое серьезное, непростое, да, потому что мы показали себя как регион, который очень, реально много делает и быстро делает, качественно делает. Поэтому, может быть, и такие решения примут руководство страны. Но еще раз говорю, пока по Кировскому все решения наши есть, на следующий год тоже планы есть. Если скажут дальше работать, мы готовы дальше работать. В центре Якутского отделения Общероссийского народного фронта открылся пункт сбора подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина. Молодые активисты Народного фронта стали волонтерами, и теперь они помогают всем желающим поддержать выдвижение Владимира Путина. Все, что нужно для этого – паспорт, удостоверяющий личность гражданина. Для регистрации Владимиру Путину необходимо набрать не менее 300 тысяч подписей жителей всей страны. Сбор продлится около месяца. Пункт будет работать ежедневно, включая выходные с 10 утра до 8 часов вечера. Нас подготавливали к данному событию, читали лекции, как заполнять правильно бумаги. Наша задача вообще является в том, чтобы мы следили, как правильно заполняются анкеты, и за тем, чтобы, получается, не было повторных подписей. Победителей народной премии «Гордость Якутии» наградили в Якутске. В год труда Сахамедиа в 6-й раз провела голосование по 3 номинациям. Музейный работник, лучший специалист органа опеки и попечительства и педагог-наставник. По словам организаторов, самое большое количество участников было в номинации «Педагог-наставник» – 43 номинанта.
Премия «Гордость Якутии» – это возможность восхититься достижениями современников. На сегодняшний день у нас по городу Якутску по итогам 11 месяцев 1147 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 0 до 18 лет. 923 детей у нас находятся под опекой попечительства. 125 детей у нас воспитываются в приемных семьях и остальные дети в государственных учреждениях, которых у нас по городу Якутска 3. Конечно, каждый специалист органа опеки достоин такого звания, я думаю. Потому что мы работаем с тем слоем населения, который очень нуждается в защите государства. В одной из самых больших школ Якутска появилась удобная навигация, которую создали благодаря проекту «Школьное инициативное бюджетирование». Суть проекта – вовлечение обучающихся в решение вопросов расходования школьного бюджета для улучшения школьной инфраструктуры. С ней подробнее ознакомилась моя коллега Марфирина Алексеева. Национальная политехническая общеобразовательная школа номер 2 стала одним из пилотных заведений, где впервые реализовали проект инициативного бюджетирования. 8 команд из учащихся педагогов и родителей в течение 4 часов составляли актуальные проекты, из которых путем голосования для дальнейшей реализации был избран один проект. Так в школе появилась подробная система навигации по зданию. В чем заключается суть? Это навигация, так как у нас большая школа, 4 этажа, очень много корпусов. Нашей целью было, чтобы новенькие ученики и их родители, и гости начали ориентироваться в нашей школе. Вот, и из-за этого мы поставили такие вот стенды. На каждом этаже, вот, допустим, корпус какой, где туалеты находятся. Проект оказался действительно актуальным и отлично себя зарекомендовал. Мне кажется, это очень нужно вот для новеньких и для гостей школы, для каких-то мероприятий. Путаются в лестницах именно, где выход и вход, и в корпусах тоже. Но это очень помогло. Я в этом году перевелась в эту школу, и она очень большая, и вначале мне было очень неудобно ходить вообще, искать какие-то кабинеты, я путалась. А сейчас вот после того, как появились разные навигации, стало очень удобно. Благодаря проекту руководство школы узнало, в чем нуждаются дети. От школьников поступило много интересных идей. Пришло, конечно, понимание, чего детям не хватает, да, это очень хорошо. И у нас, как бы, получается, мы наметили банк вот детских инициатив. Если какая-то идея появилась, сразу приходит и дает, как бы так, нам направление для развития. Учащиеся вдохновлены. Воплощение проекта от начала до конца они вели сами. И сегодня ребята уже планируют, что будут реализовывать в следующем году. Очень хорошая такая идея, потому что, как бы, это вовлечение школьников в бюджет школьный. Потому что, ну, мне кажется, учителя не столько знают, как ученики, чего они хотят, потому что мы здесь проводим большую часть своего времени, и мы хотим, чтобы было здесь комфортно и уютно. Организаторами проекта является Центр инициативного бюджетирования научно-исследовательский финансовый институт Минфина России и Министерство финансов Республики. Всего по пилотным школам было выдвинуто более 40 проектов. Из них на итоговых собраниях школьного сообщества прошли отбор 18 проектов. Марфирина Алексеева, Илья Сыромятников, Якутск. Огромный корабль, плывущий в океане знаний, открылся в пригороде Якутска. В Хатасской средней школе на сегодняшний день учатся 1063 обучающихся. Для них в трехэтажном здании площадью почти в 5000 квадратных метров создано современное образовательное пространство. На торжественном открытии побывала моя коллега Даяна Федорова. Добро пожаловать в новый школьный дом. Со знаменательным днем учащихся школы, их родителей и педагогов поздравили глава республики и глава города Якутска. Во время торжественной церемонии Айсен Николаев вручил коллективу школы сертификат на приобретение спортивного инвентаря. В Хатасской школе размещены 19 учебных кабинетов с современным оборудованием. Помимо этого в школе есть библиотека, медицинский кабинет, столовая, спортивный и актовый зал. Проектная мощность мы запланировали в данном здании обучение с 8 по 11 класс. Это будет где-то 267 учащихся, и благодаря вводу этого дополнительного здания наши учащиеся с 5 по 11 класс наконец-то впервые будут обучаться в одну смену.
Для учащихся также расположились лаборатория цифровых технологий, кабинеты агротехнологии, проектной деятельности и универсальная мастерская по техническим видам труда. Ученики Хатасской школы поделились с нашей съемочной группой своими впечатлениями. В целом стало много, можно сказать, технологичнее и удобнее учиться. Я искренне рада, как президент своей школы, я искренне рада за своих учеников. Я надеюсь, что в будущем они покажут большие результаты в этих условиях. Якутия одним из первых в стране участвует в эксперименте по финансированию строительства объектов образования с привлечением институтов развития ВПРФ. Глава республики Айсан Николаев отметил, что такие высокие темпы Якутия набрала впервые. Одновременно сейчас в Якутске строим 6 школ. Никогда таких у нас темпов не было. В этом году сдаются 3 школы. Одна сдана, Прометей, вторая сегодня сдается, и третья, Евгений Николаевич говорит, что на днях сдается дополнительное здание для 26-й школы. Это показатель того, что в городе у нас материально-техническая база образования начинает расти быстрыми темпами. И в целом у нас в республике в этом году вводится тоже одно из самых таких рекордных количеств. 14 школ будет по итогам года введено в республике Саха-Якутия. Новое здание построено в рамках национального проекта образования, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Отметим, в Хатасах также завершается строительство нового многофункционального спортивного комплекса. И сейчас проектируется здание детской школы искусств. Даяна Федорова, Семен Семенов, Хатасы. Дили новый способ поездок по Якутии. В республике запустили новый сервис для поиска попутчиков на дальние расстояния. Дили от команды местных разработчиков. Он поможет водителям и пассажирам найти друг друга, чтобы разделить между собой затраты на междугородние поездки. Сервис состоит из онлайн-платформы и приложения, работающего на базе систем iOS и Android, и предназначен для безопасных и удобных совместных междугородних поездок. Дили – это сервис, где водители могут разделить свои расходы на бензин в поездках, которые они осуществляют в личных целях. Водители отмечают в Диле, когда и из какого города они выезжают и куда едут, а также сколько попутчиков они готовы взять и за какую стоимость, чтобы разбить свои транспортные расходы. Приложение автоматически предлагает рекомендуемую стоимость расходов на поездку, которую водитель может настроить в рамках определенного диапазона, чтобы разделить ее с пассажирами. А обычно попутчики делят с водителями сумму, потраченную на бензин. В целях безопасности телефонные номера водителей и пассажиров не раскрываются. Договориться обо всех условиях поездки пользователи могут через удобный чат, встроенный в сервис. Дили – это не приложение для заказа такси, это сервис для совместных поездок. Но и в этой модели мы продолжаем продвигать концепцию взаимовыгодных договоренностей. Попутчики все также могут выбирать друг друга по рейтингу и отзывам, по времени и дате поездки, количеству мест и автомобилю. А о остальных условиях договориться напрямую в чате. Воспользоваться сервисом Dili можно на сайте dili.ru или через мобильное приложение iOS Android. Уже долгие годы каток является центром притяжения линчан. В выходные дни жители любят тут проводить свое свободное время. В минувшие выходные и впервые в этом году каток принял посетителей. Среди них была и наша съемочная группа. Долгожданные выходные на катке. Особенно рады подростки. Они готовы проводить на льду целый день. Приходят до открытия большими компаниями друзей. Катаются часами, греются в теплой раздевалке и снова выходят на лед. Я пришла со своими подружками. Первый все-таки день открылся каток. Я очень счастлива, честно говоря. Впереди новогодние каникулы, и Алина собирается провести их на катке. Данил Кочкин тоже пришел на каток с друзьями. Мальчик только в прошлом году научился кататься на коньках. Теперь совершенствует технику. Катаемся, классно, все, как раз выходной. От школы, так можно сказать, отдохнем. Я еще тут катаюсь, когда еще никого не было. Классное настроение, можно. Краснощекие, все в снегу, счастливые ребята не могли пройти мимо нашей съемочной группы. Все хотели поделиться своей радостью. Я вообще очень рада, я очень давно его ждала, я почти каждый день хожу, если есть такая возможность. Я вообще прям очень счастлива, когда его открыли.
Ну а наше внимание привлек Илья Шачинов, который на высокой скорости вырисовывал круги по хоккейному корту. Сегодня первый раз открыли, первый день в этом сезоне. Конечно, не хватает музыки. Сами слышите, как бы тишина. Хотелось бы ее более качественной, чтобы было громче. Ну и как-то все равно приятно то, что хоть времяпрепровождение, теперь есть где проводить время, суббота, воскресенье. На катке всегда многолюдно. Кто-то, как Илья, уже профессионально катается на коньках, кто-то учит своих детей, а некоторые взрослые пытаются научиться сами стоять на коньках. Но здесь все счастливы и довольны. Прокат коньков, кстати, бесплатный. Все размеры всегда в наличии. Людей крайне много. Все востребованные размеры уже забрали. Осталось вот буквально не самые востребованные. У нас есть размеры с 29 по 46. То есть для всех мы найдем размер. Работать каток будет с 30 января и все праздничные дни. Ежедневно с 12 часов дня до 8 часов вечера. Прийти покататься на коньках могут все желающие. Классно, что в Ленске есть прокат, тем более бесплатный. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Уже не первый год в Нерингре проводится молодежный фестиваль, где встречаются творческие и активные люди. Мероприятие так и называется «Навстречу мечте». За эти 2 дня в молодежном центре участники показали свои таланты, завели новые знакомства и получили импульс для реализации новых идей. Светлая пушистая, снежинка белая, какая чистая, какая смелая, дорогой бурной легко проносится, не увысь лазурным на землю бросится. Анастасия Мотовилова для своего выступления на конкурсе чтецов выбрала стихотворение про снежинку. Ведь скоро Новый год, и самое главное, оно имеет глубокий смысл. Мне описывается как белая, пушистая, смелая снежинка падает так уверенно, умело. Но ее дорога, в общем-то, как жизнь человека, очень сложна, трудна. Участники подготовили стихи на разные темы, в том числе прозвучали произведения собственного сочинения. У нас сегодня на базе молодежного центра проходил конкурс чтецов. У нас было две категории. Это стихотворение иного автора и стихотворение собственного сочинения. В стихотворении иного автора у нас было 10 человек, и в стихотворении собственного сочинения 5. Прошло очень лампово, хорошо, безумно красиво прочитали стихотворение. У нас будут 2 победителя, то есть по 2 категориям, и еще бонусные подарки от жюри, потому что мы действительно отметили очень много талантливых детей, которых мы хотим наградить отдельно. Более 10 организаций приняли участие в фестивале. В течение 2 дней работали различные площадки, конкурсы, танцы, косплей, настольные игры. Открываем подозреваемых, кидаем. У нас только 2 глазика и лапки. Этот кубик можно перекинуть, то есть кидать можно 3 раза, да? Мы перекидываем, опять лапки и последний раз кинуть. Множество мастер-классов от творческой молодежи дополнили программу фестиваля. Живопись, роспись футболок, изготовление елочных игрушек и многое другое. Фестиваль «Навстречу мечте» проводится уже 3-й год. И здесь каждый может заявить о себе, рассказать о своих увлечениях, найти единомышленников и зарядиться позитивной энергетикой. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерингри. В Якутске состоялся вечер воспоминаний незрячих интеллигентов. Мероприятие приурочили к 85-летнему юбилею Республиканской школы слепых и слабовидящих. Сегодня, благодаря поддержке руководства Национальной библиотеки, общество незрячих интеллигентов искренне вспоминало своих первых учителей, которые проводили большую общественную работу и внесли огромный вклад в развитие республики. Мои учителя, я их считаю уникальными людьми, которые учили всех нас, сотни незрячих Якутий. Да? Про них совершенно никто нигде не говорит. Нынче вот 85 лет нашей школе. Ни школа слепых, ни общество слепых. Почему-то ни слова о них не сказали. И поэтому вот я как выпускник, я считаю своим долгом рассказать моим горожанам, моим кутянам, что жили такие уникальные незрячие интеллигенты. Профессиональный рост спортсменов очевиден. Именно так оценил алданских ребят куратор, чемпион мира Александр Еременко. Сенсей прибыл в Алдан для проведения экзаменов на присвоение поясов. Всего аттестацию прошли 80 человек. С ними подробнее знакомились наши алданские коллеги.
Илье Морозову предстоит серьезное испытание. Юноша готовится к сдаче экзамена на получение коричневого пояса по карате. Технику владения боевым искусством и точность движений оценит чемпион мира по карате до Киокушинкай, куратор Алданской федерации карате Александр Еременко. Сенсей прибыл в Алдан, чтобы провести аттестацию. Я занимаюсь карате 7 лет. Сейчас нам предстоит сдача на пояс. К нам приехал абсолютный чемпион мира Еременко Александр Евгеньевич, сенсей 4-й дан. Аттестацию на пояса по карате до Киокушинкай в этот раз прошли 80 алданских каратистов. Непосредственно накануне экзамена Александр Еременко провел для ребят тренировку. В ходе мастер-классов сенсей продемонстрировал спортсменам ряд навыков из боевых практик. Я уже не первый раз приезжаю. Первые разы у нас были такие вводящие тренировки. Я посмотрел, что ребята могут. Потом я приезжал, давал задания. И вот каждый раз я приезжаю. Ребята все лучше, лучше, лучше. И мы вот поднимаем уровень. Пояс для каратиста – это символ усердия и труда, возложенных на алтарь самосовершенствования. Цвет пояса отражает глубину освоения искусства карате и степень духовной зрелости спортсмена. Безусловно, терпением, уравновешенностью и дисциплинированностью ребята обладают. Однако накануне экзамена волнение все же присутствовало. Настроение волнительное, потому что сенсей приезжает к нам раз в год. Он проводит аттестацию для младших и старших поясов. Тем более сейчас он приезжает, приехал в новом статусе абсолютного чемпиона мира. Александр Еременко отмечает, что Алданская федерация карате развивается активно. Ребята самосовершенствуются и профессионально растут, достойно представляя мастерство на площадках различных уровней. Но развитие большое. Ребята ездят на международные региональные соревнования, сдают на большие пояса, приезжают на все российские школы. Плюс развивает тренер Антон Ильин. Хорошая организация и рост идет. Спортивный сезон 2023-2024 для каратистов стал плотным. В ближайшие недели ребята продолжат наращивать мастерство, а уже в феврале юноши и девушки представят Алданский район и Якутию в первенстве Дальневосточного федерального округа. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутске выявили самых метких спортсменов в стрельбе из традиционного лука. 16 мужчин и столько же женщин, облачившись в национальные костюмы, разыграли медали в своих дивизионах и в абсолютном первенстве. Подробности в следующем сюжете. Стрельба из лука – наука точная, в ней нужно рассчитать все до мелочей. Натяжение тетивы, размах рук, скорость выпускаемых стрел. И при всем этом необходимо правильно прицелиться, что сделать гораздо сложнее с традиционным луком, представляющим собой достаточно простую конструкцию – рукоять и тетиву. Отличие нашего лука видно сразу, так как вот у нас чисто как в простонародье говорится, это дерево и веревка, да, вот у нас нету специальных полок, прицелов, меток, вот мы, то есть стреляем как бы интуитивно. Я считаю и оцениваю то, что человек преодолевает себя, должен победить себя, тогда вот только вот и будет и победа. Испытание проходило на убывание. Тот, кто последним набирал 6 очков, завершал свое выступление. Всего целей было 3. Заяц, за него давали 1 очко. Утка, оцениваемая в 2 очка. И последняя, самая маленькая цель – белка. За нее участники получали 3 очка. Лучники усердно готовились в течение года и на соревновании продемонстрировали плоды своих тренировок. У нас в селе начали тренироваться. Я чисто из любопытства, скажем, пошла и понравилось. В течение года у нас проводились рейтинговые соревнования. Много раз, с 19-го почти беспрерывно все соревнования. Виктор Бурцев, председатель Федерации якутской национальной стрельбы из традиционного лука, отметил, что этот вид спорта является одним из самых молодых из входящих в реестр Министерства спорта региона. В начале прошлого года количество занимающихся стрельбой составляло порядка 500 человек, а на сегодняшний день уже свыше 1000. Создаются новые клубы по всей республике. В городе Якутске мы имеем уже 5 клубов. Но в дальнейшем мы планируем еще клубные соревнования. Виктор Бурцев также рассказал, что в следующих играх Манчары в Татинском Улусе нас ожидает нововведение – командные соревнования по стрельбе из традиционного лука. Марина Захарова, Иван Сорокаумов, Якутск.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента страны в ДФО Юрий Трутнев снял с елки желаний новогодние шары с пожеланиями детей о подарках. Вице-премьер исполнит новогодние желания юных дальневосточников, детей из Санкт-Петербурга и Донецкой Народной Республики. Благодаря новогодней акции «Елка желаний» подарки от руководства страны и Дальневосточного федерального округа получат воспитанники детских домов, члены многодетных и малоимущих семей, дети с особенностями здоровья. До встречи. Вероника, город Санкт-Петербург. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.